Добрый вечер, вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Лесные пожары в Горном. Как идут работы по тушению, какие силы и средства направлены на борьбу с огненной стихией в районе. Вакцина не закончилась. Минздрав опроверг слухи о нехватке в Якутске вакцины против коронавируса. Прямой разговор. Смотрите большое интервью с Айсеном Николаевым на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха сегодня в 21:00. Руководить работой по тушению лесных пожаров в Горном районе теперь будет заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Иннокентий Андросов. Персональное поручение об этом он получил от руководителя региона Айсена Николаева сегодня на очередном заседании КЧС. На тушении пожаров в Горном районе очень много начальников, начиная от руководителей министерств, заканчивая добровольческими группами. Каждый пытается решить дела самостоятельно, но ситуация из-за этого лучше не становится, сказал Айсен Николаев. Следом глава республики поручил сформировать автоколонну для тушения лесных пожаров и отправить из Якутска в Горный район. Группа, состоящая из массы спецтехники и людей, выехала сегодня вечером в Улус. В ее состав вошли 22 единицы техники, в том числе водовозки, автоцистерны, предоставленные как частными лицами и компаниями, так и госструктурами. Напомним, что на сегодня на особом контроле находятся лесные пожары вблизи сел Кептен, Магарас, Йорт Горного района. Как нам сообщили в Государственном комитете обеспечения безопасности населения, техника будет распределена по прибытию на место. Будут определены конкретные маршруты работы всех этих сил. В составе автоколонны имеются 4 единицы автоцистерн пожарных. Это аэромобильная группировка Главного управления МЧС России. И они сегодня выдвигаются и сегодня будут работать на пожарах Горного района, а именно в районе Магарасов и Кюрелях. В районе Магарасов и в районе Кюреляха пожары идут широким фронтом. И именно какая машина на каком участке, более точное распределение будет сегодня вечером по приезду в Магарасах. Поддержку техникой и людьми оказывают и крупные предприятия Якутии. Они активно начали отправлять добровольные дружины для борьбы с огнем. Так, ГУП ЖКХ республики сегодня направил в Горный Улус 16 добровольцев. Помимо этого, ГУП ЖКХ направляет в район 12 единиц спецтехники. Это 10 водовозок и 2 трактора. Как отметил гендиректор предприятия Виталий Чикачев, сегодня многие специалисты и основная техника из районных филиалов уже задействованы в тушении лесных пожаров по районам. Сегодня в Горном районе работают у нас 40 специалистов и 6 единиц водовозной техники. Понятно то, что с каждым днем сил у работников у нас истощаются, поэтому мы первую группу сегодня добровольцев отправляем в количестве 16 человек, которые полностью имеют обмундирование, имеют все необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты. Поэтому посмотрим на это. На следующей неделе будем отправлять вторую группу. Договоренности замглавы Горного района есть. Значит, данная группировка будет работать в селе Магарас. Уже встречает глава населенного пункта, поэтому тактически уже направление и насколько подгрупп разбивать уже они будут на месте. Что касается ситуации в Горном, то на сегодняшний день в Улусе действует 20 лесных пожаров. Из них в 11 ведется тушение огня силами 627 бойцов. Для эффективной борьбы с огненной стихией мобилизовано 92 техники, в том числе 33 трактора, 5 водовозов, 5 грузовых автомашин, 2 бульдозера. Также по призыву главы республики в Горный Улус прибыло 150 добровольцев. Они приступили к ликвидации пожаров в селах Кюрелях, Кептин и Асыма. Улусный оперштаб отмечает также безвозмездную помощь жителей и предприятий со всей Якутии необходимыми инструментами и продуктами питания. Мы с компанией «Больше-меньше», зная ситуацию, которая происходит в Горном Улусе, решили поддержать всех, кто отозвался на акцию, добровольцев.
продукты питания, инструменты, в общем, все, что могли, собрали, привезли. Это вот у нас получилось как за одно утро, и вот я после обеда уже здесь. Ну, я думаю, всеми силами и города, и вообще республики поможем. Задыхаемся, дышим одним воздухом. Лесные пожары действуют и в Хангаласском районе. Борьбу ведут с 9 пожарами. По 4 пожара действуют на территориях Хангаласского лесничества и природного парка Ленские столбы. Один лесной пожар полыхает на территории парка Синские столбы. Репортаж нашего корреспондента Виолетты Засимовой. С огненной стихией в Хангаласском улусе на сегодняшний день борются 404 человека, из них 115 – добровольцы из числа местного населения. Задействованы 36 единиц техники и различное оборудование – бензопилы, мотопомпы, воздуходувки, зажигательные аппараты, беспилотники и так далее. Наибольшее опасение из всех действующих вызывает пожар на территории Мальжигарского 5-го наслега. Его площадь оценивается в 250 гектаров. Вчера буквально южную кромку опахали и произвели отжиг. Сегодня работают западные стороны, на западной кромке, да, тоже сегодня опахают и будет производить отжиг. А северная кромка, к сожалению, все разрастается и идет в сторону горного района. На тушение данного лесного пожара задействованы 92 человека. Среди них сотрудники Хангаласской центральной районной больницы в количестве 5 человек. Группу добровольцев возглавляет главный врач Нюргун Степанов. Договорились с главой района, с Олегом Валерьевичем. Он нам выдал специальные ранцы для тушения пожаров, каски на каждого. И мы сами свой инвентарь тоже взяли, лопаты, бензопилы. Значит, экипировка, одежда, респираторы, все свое у нас. Жители района, как, впрочем, и вся республика, сильно обеспокоены ситуацией с лесными пожарами. Много неравнодушных граждан вызываются добровольцами на тушение пожаров, предлагают помощь по обеспечению огнеборцев едой и снаряжением. Очень многие выходят на ЭДДС Хангаласского улуса, да, очень многие помогают и питанием, и одеждами, и оборудованием. Такая акция идет. Если кто желает помочь в тушении лесных пожаров, можете выйти напрямую в ЭДДС Хангаласского улуса. Тем временем район окутал густой смог. По словам главы района, дым от пожаров идет от Горного, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Из-за плохой видимости приостановлены облеты территории района сотрудниками авиалесоохраны. Ежедневно 2 раза в день оперативный штаб района проводит заседания в режиме видеоконференц-связи, куда подключаются главы наслегов, руководители Хангаласского лесничества, природного парка Ленские столбы, авиалесоохраны и ЕДДС. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В связи с задымленностью в Якутске примерно на 10% увеличилось количество обращений в скорую помощь. По словам медиков, в зоне риска находятся прежде всего дети, пожилые и люди с хроническими болезнями. Самые частые жалобы на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Врачи советуют без крайней необходимости не покидать дома. Если все-таки такая необходимость есть, то нужно защитить органы дыхания маской или респираторами. Помимо этого не рекомендуется носить линзы. Лучше пока перейти на очки, советуют медики. Теперь к эпидобстановке. 96 человек заразились коронавирусом за сутки, из них 52 в столице, в Мирнинском районе 8, в Алданском 6, в Нерюнгринском 4, еще в 14 районах от 1 до 3 заболевших. За сутки лаборатории провели 682 исследования на COVID-19. Минздрав опроверг сообщение о том, что в Якутске закончилась вакцина от COVID-19. Ведомство сообщило, что в столице республики остаток вакцины от коронавируса на 20 июля равен 1331 дозе. Все получившие первый компонент вакцины «Спутник Ви» и других препаратов обязательно получат второй компонент, так как в дозе они идут вместе. Действительно, в ряде пунктов на данный момент отсутствует первый компонент вакцины «Спутник Ви», говорится в сообщении. В ближайшие дни ожидается поступление 2500 доз. За сутки в столице прививку получают первый и второй компоненты примерно 800 человек. На данный момент в основном присутствует вакцина «Эпивак Корона».
К другим новостям в селе Сосновка Вилюйского района состоялось открытие спального корпуса Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден. Этот социальный объект был построен в рамках федерального проекта «Демография». Сюжет из Вилюйска. Создание комфортных условий проживания и обеспечение качественного ухода в учреждениях социального обслуживания имеет огромное значение на территории республики и по всей России. В рамках национального проекта «Демография» открытие нового корпуса для жителей Вилюйского специализированного дома социального обслуживания – еще один важный шаг к этой цели. Благодаря нашим строителям мы ввели этот объект на 3 месяца раньше установленного срока. Мы считаем, что введение таких типовых проектов, которые приспособлены для постоянного круглосуточного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно в период усложнения эпидемиологической ситуации, будет способствовать улучшению состояния их здоровья. Трехэтажное современное здание оснащено приемно-карантинным отделением, столовой, лечебно-трудовыми мастерскими, помещениями культурно-массового обслуживания, медицинского обслуживания и специализированными спальными комнатами. Объект построен подрядчиком ООО «Кинг-95», общая стоимость которого составила около 532 миллиона рублей. Первая свая была забита у нас порядка с вами 2 лет назад. Мы здесь совершенно на пустом месте, рядом со старыми корпусами. Давали слово главы Республики Саха-Якутия о том, что новое здание будет построено в кратчайшие сроки и, соответственно, на самом высоком уровне. Это и произошло. После заселения жителей интерната в новый спальный корпус местные специалисты собираются внедрять новую программу реабилитации, в котором предусмотрены занятия по психологической разгрузке и лечебной физкультуре, а также компьютерной грамотности и рисованию. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский улус. Глава республики расскажет о ситуации с лесными пожарами в программе «Прямой разговор» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня, 20 июля. Начало программы в 21:00 по местному якутскому времени. На телеканале НВК «Саха» передача выйдет на якутском языке, а на канале «Якутия-24» на русском. Сегодня в 21:00. Итоги дня подведем на нашем телеканале «Якутия-24» в 20:00. До встречи!